На планерке по вопросам ЖКХ в окружной администрации, ресурсоснабжающей организации, управления округов и пригородов отчитались о текущей работе. На сегодняшний день все предприятия города работают в штатном режиме. Санитарное состояние города удовлетворительное. У представителей управ возникли вопросы к Роспотребнадзору, касающиеся согласования размещения санитарных точек. Только после согласования мы должны оборудовать ее как окружная администрация. Хотелось бы разъяснение услышать. Я вам скажу так, что мяч на вашей стороне. Позиция Роспотребнадзора вам выдана в виде заключения в соответствии с постановлением правительства Федерации 1039 и согласование расположения мест для включения в реестр мест накопления твердых коммунальных отходов уже полномочного органа местного самоуправления. Мы в соответствии с санитарным законодательством выдаем заключение, и вы уже сейчас принимаете решение, включать эти адреса, точки в реестр или нет. Руководитель службы эксплуатации городского хозяйства Аял Игинов дал разъяснение по данному вопросу. В следующем году у нас мы предусмотрели средства, в следующем году будет полномерно вот эти места накопления тепло обустраивать. То есть обустраивать твердым покрытием, как вы говорите, водонепроницаемым покрытием, ограждением и все такое. То есть сейчас, на сегодня у нас стоит запланировать эти работы, деньги мы предусмотрели на следующий год в бюджете. Жильцы дома по улице Кузьмина, 20/1 обратились к руководству окружной администрации с жалобой на управляющую компанию. Первое. Это в прошлом году лопнуло отопление в подъезде. Второй подъезд, дом 20/1. По настоящее время ничего не делается. Нет у нас средств. Как это нет средств? А за что люди оплачивают? Это первое. Ну, то есть, коротко и по сути, да? Вот. Второе. Сняли входную дверь. Была дверь деревянная, но хорошо утепленная, потому что за подъездом смотрели соседи, все было хорошо. Пришли, дверь сняли вместе с косяком. Поставили сейчас дверь, она не дверь, это не скажешь, что дверь, это просто тоненькое какое-то полотно, с какой помойки подобрали, там даже глазок. Ну, то есть, да, она бренчит вся, трещит, да, вот, все. То есть, дверь это не дверь. Вторая дверь, которая уже в подъездная дверь, да, она не закрывается. Утепления никакого, хотя бы просто элементарно плотник пришел, утеплил, этого тоже нет. То есть у человека 3 детей. Первый этаж. Крыльцо. Летом говорилось, сделайте крыльцо. Это элементарно, просто не надо там что-то подбить эти доски. Сейчас снегом, но все равно можно ноги там сломать. Аял Игинов дал протокольное поручение представителям службы эксплуатации городского хозяйства и управы Гагаринского округа съездить с проверкой по данному адресу. А жильцам посоветовал поднять вопрос о смене управляющей компании. Светлана Табалаева, Константин Корякин, Якутск ТВ. На городской полигон, расположенный по Вилюйскому тракту, 9-й километр, принято свыше 11 тысяч кубов отходов. Сегодня работает у нас 4 потока. Обслуживают они центральный район, Тулагина и Марху. Вывозим ТКО из неблагоустроенного и частично благоустроенного фонда, мерзлые бытовые отходы. Продолжаем санитарную очистку в части вывоза жидких бытовых отходов. Так, за отчетный период было вывезено свыше 14 тысяч кубометров жидких бытовых отходов и отловлено более 100 безнадзорных животных. Проведено рабочее заседание с руководством центральных электрических сетей. Это по вопросам отключения объектов электроснабжения. Договорились, что плановые работы, связанные с отключением, с ограничением подачи электроэнергии при температуре наружного воздуха ниже минус 30 градусов, не будут выполняться. При этом остановки, связанные с подключением новых потребителей по договорам техприсоединения, будут выполнять при любой температуре, потому что это требование все-таки федерального законодательства. Вместе с тем нами предложено увеличить сроки уведомления о плановых работах ремонтных. Да? На сегодня эти сроки составляют 1-2 дня. Они через ДДС нас уведомляют. Вместе с тем мы их попросили до 10 дней увеличить. К сожалению, пока этот вопрос является затруднительным. Также по согласованию планов капитального ремонта Альберт Никандрович просил, чтобы мы согласовывались с Якутскэнерго. Они на сегодня не готовы согласовывать с нами, ссылаются на требования нормативных документов.
Поэтому на сегодня такой возможности нету В со смысле, стороны. какие документы они у нас требуют? Нет, я имею в виду, что в соответствии с нормативными документами они согласуют план капремонта с Ростехнадзором, и все. Ну, с органами в местного принципе, они его самоуправления знают, правильно? Да, они Они его знают. знают, и ничего им не мешает двигаться с нами в ногу. В этом году, в принципе, не все ж плохо, там же и довольно неплохо на нескольких участках и синхронизировали работу с ресурсниками, что с газовиками, что с энергетиками. Не все так ужасно-то в нашем городе. Так, относительно минус 30 градусов, вы где-то зафиксировали это? Мы протокольно зафиксировали. Подписано всеми сторонами? С нашей стороны я подписал, и сегодня мы направим на согласование в их адрес. Как только значит, документ обеими сторонами будет подписан, соответственно, пожалуйста, в департамент СМИ предоставьте, чтобы люди знали, Хорошо. какая работа вами проведена, и чтобы они следили, что вот при понижении такой-то температуры. Ну и по более заблаговременному оповещению граждан о плановых работах, я полагаю, что здесь надо нормативку еще посмотреть. Мы с вами говорим о создании в городе единого оператора по техническому присоединению. Определенный электронный сервис. То, о чем мы с вами говорили и услышали от правительства Московской области на форуме «Умный город», который проходил у нас здесь в городе Якутске. У них есть очень хороший опыт, когда они помогают всем застройщикам, ну, считайте, инвесторам, которые заходят на территорию для строительства с заключением вот указанных договоров. Ну, понятно, что Московская область – это Московская область, тем не менее, они смогли на разных уровнях сэкономить там порядка более 2 миллиардов рублей. Очень хороший опыт, и, Максим Макарович, вы считаете, что нам тоже ничего не мешает это сделать, тем более на нашей последней встрече с застройщиками города, Евгений Николаевич, они очень жаловались именно вот на техприсоединение. Но для этого, конечно, вам необходимо будет выехать туда на место и ознакомиться, потому что надо будет все наши документы первичные привести в порядок, имеется в виду, видимо, ППТ, ПМТ, схемы теплоснабжения, схемы газоснабжения, для того, чтобы все это было. Да? Да. Поэтому, ну, я не знаю, наверное, в январе договоритесь, надо будет съездить, посмотреть. Я думаю, что нам это надо внедрять.